От СПИДа ежегодно погибает тысячи людей, растет и количество заболевших. С целью предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в нашей республике силами Ингушского государственного университета и регионального отделения волонтеров-медиков периодически проводятся различные акции. На одной из последних побывала и наша съемочная группа. Нужно сказать, что акция «Волонтеры-медики против СПИДа» довольно-таки масштабная по количеству участников и подготовленных докладов мероприятия. Это профилактическая акция «Волонтеры-медики против ВИЧ-СПИД-инфекции». Мероприятие оно носит, конечно, информационный характер, но мы очень надеемся, что в ходе данного мероприятия хоть один человек примет эту информацию, и мы спасем хотя бы одну человеческую жизнь. В настоящее время в мире озабоченность общества вызывает не только ВИЧ-СПИД-инфекция, но и аптечная наркомания. Эта проблема также была обозначена в ходе акции. К сожалению, это коснулось не только России, всего мира, но коснулось нашей любимой республики. И данное мероприятие мы проводим регулярно. Региональное отделение волонтеров-медиков, которые организовали данную акцию совместно с кафедрой нормальной физиологии ИНГУ, это общественное движение, которое было создано в Ингушетии несколько месяцев назад. Состоит оно из студентов-медиков, действующих врачей и различных специалистов медицинской отрасли. За время своего существования волонтерами проведена колоссальная работа, большое количество акций, мастер-классов, лекций. Мы начинали в количестве 6 человек. Сейчас у нас 130 человек. Мы с каждым днем набираем больше и больше волонтеров. Это людям интересно. Они почувствовали, что действительно это необходимо, что это хоть как-то принесет пользу нашему обществу. Участники подготовили доклады, презентации об истории возникновения вируса иммунодефицита и СПИДа, рассказали о том, как распространяется ВИЧ-инфекция и как защитить себя от нее. Студентка 5-го курса медицинского факультета Диана Газгиреева и волонтер-медик считает, что такие акции необходимы, так как статистика показывает, что в большинстве своем ВИЧ и СПИД наблюдается в среде молодежи. Такие мероприятия проводим, чтобы человек знал, что это не есть хорошо и какие все-таки осложнения возникают при этом, и что эти осложнения даже потом не справляются. В рамках акции все желающие смогли пройти анонимный тест, чтобы проверить себя на ВИЧ. Есть специальные такие стерильные бланки, скажем так, они их выполняют, дают согласие, мы назначаем нумерацию, и уже вот там колбочки, которые они проводят после своей слизистой 2 раза, проводят штучку, ложат в колбочку, и уже по ним мы смотрим. Если 2 показывают, то есть 2 плюсика, то он заражен. Если 1 плюсик, то он уже чистый. В акции приняли участие не только студенты медицинского факультета, но и из других. Среди слушателей было немало и студентов техникумов. В целом акция прошла очень плодотворно. Мы думаем, что необходимо, конечно, было бы хорошо, если бы чаще так проводили мероприятия. Спасибо нашему руководителю Долтхан Алиевне Гагиевой. Мы благодарны организаторам, волонтерам нашим. Будем приходить чаще. Акция «Волонтеры против СПИДа» набрала большое количество участников. Ее главная цель – донести до слушателей, что такое ВИЧ-СПИД-инфекция и как защитить себя от нее, нашла отклик у многих присутствующих. По словам организаторов, это не последняя акция, а значит, можно в скором будущем надеяться, что с этой проблемой мы справимся вместе.